Возьмите. Пока я вас не вытащу отсюда, вам это здесь пригодится. Спасибо. Значит, Распутин просил вас предоставить ему жилье, и вы это сделали. Да не Распутин. Ему надо было где-то принимать. Творить свои чудеса? Ольга Владимировна Ланская родила. Да. Мальчик, следующей же весной. Даже разговоры об изменах в семье великого князя Александра Михайловича прекратились. Милиция уехала в Париж. Вдова Башмакова раздала все свое состояние на благотворительность. Все, что он предсказал, все сбылось. Все, кто хотели получить от него помощи, получили ее. А вы? Вы что получили? У вас был врач до меня. Почему он не сделал перевязку? Господин Свитин, здесь доктора бывают не для того, чтобы лечить. Приду к вам довольно скоро. У вас есть какие-нибудь пожелания? Всего доброго. Да, насчет врача я справлюсь в комиссии. Зачем он приходил? Я этого безобразия не оставлю. Признавая большое влияние Распутина на представителей высшего света, я прихожу к заключению, что источником этого влияния было высокое религиозное настроение при дворе. Искреннее же убеждение в святости старца базировалось на исключительном воздействии Распутина на психику приближенных ко двору лиц, а также лиц из окружения самого старца. Проходите, господин Свистунов. Как похож? Так ведь похож. Садитесь. Свистунов, вы ведь бывший полицейский. Точно так. Агент сыскного. Вы в каком-то смысле историческая личность. Вы первый филер, которому было поручено наблюдать за Распутиным. Так ведь до последнего его дня и наблюдал. До сих пор себя простить не могу, что не удалось уберечь его. Не надо, спасибо, у меня свой подарок Григорию Ефимовичу, царство ему небесное. Трогательно. Не часто встретишь такую любовь полицейского агента к своему подопечному. Так ведь с 907 года присматривал. Сначала присматривал, потом охранял. 10 лет. Меня интересует, что послужило поводом для начала наблюдения. Я могу об этом только догадываться. Нам ведь начальство не докладывает. Меня интересует ваше личное мнение. Зачем вас послали к Распутину? Господин следователь, я столько лет верой и правдой. Не извольте, по-моему… Вы не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Не знаю. Ну, правда, не знаю. А вот Григорий Ефимович знал. Он говорит, имею в виду Петька, это они мне уважение показывают. Я, говорит, сейчас выше многих поднялся. Вот они тебя мне на ногу и навесили, чтобы слишком уж высоко не залетел. Интересно. А все-таки вот ваше личное мнение. Ну, мое мнение простое. Он стал якшаться с высокими особами. Там уже у него и князья бывали, великие князья, и министры, и разная всякая высокая публика. Ну, ведь не сразу же. Не сразу. Сначала подумали, будто секта какая. О, как. Об этом и поговорим.
Благодарствуйте. Хозяйка дома? Наташа, ну что ты? Здрасте. Вы с ним? Ну, да? Помогите. Пожалуйста. Ну, помогите же. Ой, Господи. Ой. В угол туда, на диван. Аккуратно. Вот так. Дверь иди закрой. Ой, стой. Помогите. Спасибо. Думаешь, помер? Не. Ты кто? Ладно. Держи. Да ты-то кто таков, братец? Я-то бабская гадалка. Аня, вина нам дай. Григорий Ефимович, вам бы надобно спать. Пойдемте, любезнейший. Стой. Че деньги нельзя? Да спи ты уже. Стой. Аня, не уходи. Посиди со мной. Чужие же. Это не чужие. Он за мной давно ходит. Сыщик. Вот, Аня, слушай. Эти твои подруги, они меня как цыганку гадать просят. А я, Аня, не гадаю. Я вижу. Ладно, все гордые. 12 сегодня было. Золото у них, камень. Все пальцы, вся шея сверкает. Думают, они одни. Остальные грязь. А я смотрю на них и вижу. Блудный бес их одолел. Едем. Давайте я его. Я им говорю, в баню едем. Как это? В баню? А так, кто после меня служится?
А там я их всех смирил. Как же ты их, батюшка, смирил? А так, они меня мыли. И все унижения претерпели. Потому, когда человек унизится, он много постигает. Мыли? Тебя? Мыли. Весь чистый пришел. Что ж ты делаешь? Ты же понимаешь, что о тебе потом говорить станут? Вот что они доложат? Не доложит. Ступай. До утра никуда не денусь. Утром жду. 9:30. Так, значит, теперь ты проповедовать будешь, святой отец. В бане с дамами, пьяный. Как же это можно? Вы доложили об этом? Да, разумеется. Я этого отчета не видел. А вам известны дамы, которые посещали эти бани с Распутиным? Пожалуй, что известно, господин следователь. Наблюдал однажды сцену. Хороший парень. Тяжеленький. Да плохо спит. Потому и позвала вас. Боюсь, вдруг не здоров. Не боюсь. Вот так его укачивай. Корми, Анушка. Отец Григорий, я провожу вас. Я ведь о том теперь только и думаю, как вы излечили меня. И знаю, теперь точно знаю, что к прежней жизни возврата нет. О чем ты говоришь, не пойму. Ведь это любовь чистая, искренняя. Когда мы, гордые дворянки, мыли вам ноги, ведь я почувствовала тогда, что вы любите меня. Только меня. Какая любовь. Мне к женщине прикоснуться все одно, как к чурбану. Во мне похоти нет. И дух бесстрастия во мне сущий. Я его вам передаю, а вы от этого свешаетесь, чище становитесь. Господи. Именно. Господи, спаси и помилуй тебя грешную. Молись, молись беспрестанно. Петь, ходь сюда. Садись. Ну не позорил бы ты меня, Григорий. Ну что это за слежка такая? Садись, говорю. Тебе же легче. Куда поедем? Туды, где вина не дают. Вот если б человек, любя, мог бы Бога чувствовать, были бы радость и сияние. А так выходит не радость, а муки без конца. А все-таки любовь. Я их тебе разобрала. Ну что, тогда к Аннушке? Кто она и кто я, и забыл. Так ты бабская гадалка. Записано. У нас забывать не положено.
Куда едем-то, господа хорошие? К цыганам давай, в ресторан. Нервы у вас, Свистунов, ни к черту. Так точно, господин следователь. Извините. Надо бы нам с вами еще один вопрос прояснить. Вы вот все про любовь, а я про разврат желаю спросить. Господин следователь, я со своей женой 28 лет живу, 4 детей имею и в церковь хожу. А я не хожу. Я спрашиваю вас не о вашей жене. Мы о Распутине разговариваем. Но что? Я за ним никакого разврата не знаю. Вот как. Может быть, донесения агентов почитать? Полагаю, некоторые из них вашей рукой написаны. С 17 на 18 января у Распутина ночевала Мария Гиль, супруга капитана 145-го полка. 3 апреля около часа ночи Распутин провел неизвестную женщину, которая оставалась у него до утра. В ночь с 25 на 26 ноября у Распутина была актриса Варварова. Ну и так далее. Какой же это разврат? Я извиняюсь, господин следователь. Я полагаю, за вами последи тщательно. И не то написать можно будет. Ну, вы ведь мужчина не женатый. Я вдовец. А то он у вас женский чулочек завалялся. И, судя по всему, недавно лежит. Где? Ну, он под диваном. Я извиняюсь, глаз наметан. Черт побери этих горничных. Ну, положим, не разврат. А были вы свидетелем того, как знатные дамы вынуждены были отдаваться Распутину? Вынуждены? Простите, это как посмотреть. Слушаю вас. Что ж это такое? Как это возможно? Я к вам пришла за помощью. А вы? А я тебе помог. Помогли, да. Но приставать к себе я не позволю. И грех такой на себя не возьму, даже из благодарности. Ты, Маша, не печалься. Моя помощь от того не зависит. Прости, ради Бога. Пойду я. Тяжко мне. И от чего вы отказываетесь принадлежать ему? Да разве можно отказать святому? Святому? Да разве? Да разве же святому нужна грешная любовь? Разве же это святость? Так вы что, думаете, что отец Григорий такой же, как все люди? Так ведь это только люди грех делают. Он же тем самым Божью благодать не сводит. Всякое дело с ним святое. Неужели бы вы согласились? Конечно. Я принадлежала ему и считаю это величайшей Божьей благодатью. Как же? Вы же замужем. А как же муж? Он знает и счастлив. Когда Григорий пожелает кого, все мы и мужья наши считают это величайшей Божьей благодатью. И я решила высказать вам все это от лица всех почитателей отца Григория. Не отвергайте благодати. Это невозможно. Но ведь вы хотели бы излечиться. Мне уже легче. Вы отняли у отца Григория силы и не желаете восстановить их. А он, меж тем, мог бы излечить вас полностью. Вы знаете его мощь? Пойдемте, пока он не передумал.
А бабы, а? Да. Докладываю также, что допрошен мною отец Вырубовой, бывший статс-секретарь Александр Сергеевич Танеев, который показал, что дочь его 16 лет тяжко заболела, и положение ее было почти безнадежным. Он пригласил Иоанна Кронштадтского отслужить молебен у постели болящей дочери, после чего она стала быстро выздоравливать. Этот эпизод произвел впечатление на психику религиозной девушки и сыграл роковую роль в подчинении ее воли Распутину. Бедный отец, как же мне страшно за него. Спасибо вам, вы рискуете из-за меня. Раньше я ужасно боялась грозы. Сейчас бы гуляла под ливнем. Много-много часов. Вам вредно сейчас, Анна Александровна. Спрашивайте, что вы хотели? Позвольте. Я хочу знать, кому Распутин в Петербурге перешел дорогу. Хотя нет. Давайте по порядку. Кто в те годы ненавидел его больше всего? Вы о покушении? Нет. Был один визит. Дом Вырубовых? Да. Извольте. Однако, Яков Петрович, наша концессия в Сибирь обещает большую прибыль. Вера наша для русского человека непривычная, зато честная и простая. Храмов мы не строим, икон не держим. Молитвы наши в песнопениях, паства пребывает с каждым днем. А церковь наша домом нового почитания Сына Божьего зовется. А мы ее проповедники. Отцы, может, у вас какое дело есть? А то ко мне последнее время без дела-то не ходит. Хоть секретаря нанимай. И дело есть. Были у нас прихожане из банкиров, серьезные люди. Большими деньгами помогали. И вдруг стали отказывать. Григорий Ефимович, мол, не велел. Понимаешь, о чем речь? Про тебя люди говорят, привечаешь ты всех, к чужой вере терпим. Так кто к вере? Вы же врете. И мне, и людям. Нехорошо, отцы. Шли бы вы отсель. А ты, значит, хлыст честный. Деньги наши себе взять хочешь? Я православный. А деньги на сиротские дома пойдут. Уж все лучше, чем на ваши перстни. Не понимаешь ты по-доброму. И чё? Убьете? Григорий Ефимович, я полицию вызвала. Пошли вон. А и уйдем, хозяюшка. Разговор у нас кончен. А как дальше повернется, одному Богу известно. Ой, боюсь я их. А кого ты больше боишься? Меня или их? Себя. Ну. Вон как и напужались. Меня не бойся. Видишь? Жду.
Готова ли ты, Агафья Лобова, за веру вступиться, врага истинной веры сокрушить и грех убийства на себя взять, если надо будет? Готово, отцы. Для общины живу. За веру все отдам. Сектанты. Говорите, они называли его своим? Любопытно, любопытно. Что вы еще хотите повесить на несчастного покойного мученика? Разве мало ему всей злобы, которую приходилось принимать живым? Но ведь его же хотели убить во время обряда омовения. Кажется, так это называется. Да. Я помню этот день. Господи, Благослови, отец Григорий, благослови, благослови. Помолись о мне, грешный. Да не священники, а люди добрые. К батюшке за благословением идите. Помолюсь за вас. Помоги, помоги, отец Григорий. Встань, Помоги. встань, милый. Ты сестру мою спас в Кронштадте, помнишь? Из-под ног толпы выхватил. Спаси еще раз, помоги ей, а? Помоги. Замуж она вышла, а муж бьет ее смертным боем. Понести она не может. Помоги, пожалуйста. Мы где уже только не были, мы кому только не молились. Не родит она ему ребеночку и забьет до смерти зверь проклятый. Помоги, Христа. Помоги, люди говорят, ты помогаешь. Ты помогаешь. Да помогу. Пусть к вечеру приходит. Помогу ей. Спасибо. Спаси тебя, Решим ее беду. Пусть приходит. Отец Григорий! Отец Григорий! Доброго здоровья. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Доброго здоровья. Здравствуйте. Дамы, пожалуйста, проходите сюда. Здравствуйте. Доброго здоровья. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо. Все готово. Банька протоплена. Посторонних гони. Разумеется. Это уж как водится. Иди с Богом. Дайте погляжу на вас. Помоги, батюшка. Исцели страждущих. Что с тобой, милая? Ножки болят? Болят, отец. Пройдет. Что с тобой? Бесплодно, батюшка. 8-й год лечусь. Понесешь. Тихо. Прошли припадки хорошие. Не прошли, Григорий Ефимович. Сама себя мучишь, Маша. Вылечим тебя. Что с тобой, девочка, не пойму я. Я Агафья Лобова. Мне сестра прийти сказала, бесплодная я.
вас не я лечу. Господь исцеляет. Но даже Господь не способен исцелить то, чего нет. Знаю я вас, баб. Заведете себе тоску от нее уж, болезнь всякая. Потому сперва душу очистить надо. Покаяться. Господи. А покаяние без греха не бывает. Туда идите. Сымите одежды и читайте молитвы. Ну, пошли, пошли. Пойдемте. Вот туда, в дом. Че врешь мне? Я не вру. И Агафья Лобова муж бьет. Не ври, дура. Какой еще муж? Зачем пришла? Ну? Вот врешь сразу. Говори. Зачем пришла? Я Агафья Лобова из общины. А ты дьявол, дьявол! Изыди! Сюда. Что случилось? Убийца! Убийца! Боже! Боже! Господи! Помогите! Боже! Дрянь! Не трогайте ее! Не берите грех! Не трогайте! Господи. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешных. Сыне Божий, помилуй меня, Господи, Сыне Божий, помилуй меня грешных. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешных. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешных. Боже, помилуй меня грешную. Господи, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, грешную.
А вы? Вы бы могли убить Зинева? Я нет. И он нет. Если бы вы знали, как он после переживал за эту девушку. Я это видела. Поразительные вещи. Вас там не было? Но вы все так знаете до мельчайших подробностей. Машу Самсонову, ту, что убила эту девушку, судили. Но ничего не смогли доказать. Распутин нанял хороших адвокатов. Она ушла в монастырь, и я навещала ее. Она множество раз мне рассказывала все это. Господь наказал ее. Она сгорела от чехотки за 3 месяца. Анна Александровна, кем же вы все-таки были для Распутина? Об этом написано 1000 статей в этих омерзительных газетах. Прочтите, выберите любую, думайте, что хотите. Любовница, тайная жена. Я знаю, зачем у вас тогда был доктор. Я читал его заключение. Там написано, что вы девственница. Зачем вы говорите мне это? Да потому что вы не были его любовницей. И тайной женой тоже не были. Вы любили ее. Он был мой друг, которых у меня никогда не было. И более не будет. Да, я любила его. И сейчас люблю. Спрячьте. Я полагаю, вас скоро выпустят. Отчет доктора напрочь развалил дело. Следственная комиссия недоумевает. Будем надеяться, что в их изощренные умы не придет новое обвинение. Анна Александровна, смею ли я вас спросить о встрече с вами, когда вы окажетесь на свободе? Не обещаю. Если мне удастся вырваться отсюда. Отворяй. Господи, Генрих Иванович, это вы? Черт возьми, это же вы! Здравствуйте. Кажется, вы здоровы, слава богу. Попрошу это самое соблюдать. Голубчик, приведи сюда арестованную Вырубову. Я, значит, попробую привести, только не принесло бы кого. Какими судьбами? Что вы здесь делаете? Я провожу расследование. Да, это вам. Здесь письма, немного белья и деньги. Что вы, мне неловко? Перестаньте. Я здесь уже давно объявляюсь, но к вам меня почему-то не допускали. Они считают меня опасным государственным преступником. Правильно делают. Мне бы только добраться до этой крысы Керенского. Я бы его своими руками... Давайте оставим эту тему. Мне нужна ваша помощь. Все, что угодно. Ведь мы с женой вам обязаны. Она арестована? Нет, она в безопасности. У меня к вам несколько вопросов, и первый из них. Как вы думаете, можно ли верить госпоже Вырубовой? Вы ведете ее дело? Генрих Иванович, вы обязаны ей помочь. Нет, я веду дело Распутина. Но я не имею никакого касательства к нему. Понятно. Но я прошу о помощи. Хорошо, спрашивайте. Все, что мне удалось узнать о Распутине, весьма противоречиво, эмоционально и слишком мало походит на правду. Госпожа Вырубова говорит о нем спокойно, хорошо. И вот здесь я боюсь романтики. Здесь? В этих стенах? Тут достаточно провести одну ночь. И вы забудете о всякой романтике. Ну что ж, тогда без романтики.
Это было ваше дежурство, когда Распутин впервые появился во дворце? Да, это было первое мое дежурство. Государь пожаловал мне генерал-майора свиты за мои дела с Красным Крестом, и я приступил к обязанностям. В чем дело? Ваше превосходительство, приехала фрейлина Вырубова с каким-то мужиком, требует пропустить их к государыне. Сударыня, генерал-майор свиты Воейков. Господин генерал, я Анна Александровна Вырубова, фрейлина ее императорского величества. Нам нужно срочно, государыня. Она ждет. Кто это с вами? Святой старец из Сибири. Я только что из покоев ее величества. Вас ждут одну. Ни о каких старцах я не осведомлен. Сударь, это необыкновенный человек. Вам надо бы нас пустить. Хорошо, я провожу вас. Сударь, побудьте здесь с Григорием. Мне нужно подготовить государыню. Сударыня, я на службе, я не могу стеречь вашего старца. Посиди, батюшка. Первый раз на дежурстве, небось. Откуда знаешь, что первый? А я у Бога спрашиваю. Вот, говорю, Господи, попался на моем пути человек, добрый ли? А Господь иной раз и скажет. Ты его не обижай, он человек хороший. Так и говорит, по-русски. Я по-другому не пойму. Аня? Это он, государыня. Это он. Тот, о котором я вам говорила. Не бойся, милая. Ну, плохо ушло, благо пришло. Ну, все. Все прошло. Аннушка, завтра же представим его Нике. Завтра.
Государыня увидела вас. Завтра она представит вас государю.